بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Каким священным и благодатным является время настоящего месяца. Если говорить об этом времени, то в этом месяце пришел к нам любимец Аллаха, любящий Аллаха, который ниспослан этому миру Аллахом, смилостившись над всем сотворенным. Это посланник Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. Что можно сказать о нем? Но сколько всего можно говорить о нашем пророке, алейхиссаляту вассалям. Даже слов не хватит, карандашей, бумаги не хватит, как он велик. Как славно его любить, следовать за ним. Следуя за ним, становишься мусульманином. Следуя ему, можно попасть в рай. Если не следовать ему, то впадешь в неверие, в тьму. Оставив его, можно остаться с теми, кто в аду. Да защитит нас Аллах. Из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, можно извлечь бесчисленное множество уроков. И поскольку он является образцом для подражания во всех сферах жизни, то, поступая сообразно тому, что проповедовал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, мы никогда не ошибемся. Трудную жизнь прожил любимец Аллаха, алейхиссаляту вассалям. По словам алимов, он родился в месяц Рабиуль-Ауаль на 12-й день. В этом же месяце ушел из жизни. Еще в утробе матери он потерял отца Абдуллаха. Когда ему исполнилось 6 лет, умерла его мама, так он лишился материнской любви. После этого он воспитывался дядей Абу Талибом, он тоже ушел из жизни. Не было у него ни брата, ни сестры, ни матери, ни отца. Так он рос одиноким в этих арабских песчаных пустынях. Сколько несправедливостей, жестоких обычаев было тогда у арабов. Были настолько надменные люди, что на простых людей они смотрели свысока и презирали их. Им ничего не стоило оклеветать, унизить человека. Среди таких людей вырос посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Его называли справедливым, верным. Он никого не предавал, не ущемлял. От него исходила только благодать. Вот так он рос, как его вырастил Аллах. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был пророком, зовущим к вере, победителем, проповедником, мудрецом и главой государства. Его речи оставляли у слушателей глубокое впечатление, а самые грубые сердца смягчались под воздействием его слов. В самые тревожные времена его слова успокаивали воспламененные и взвинченные эмоции, смягчали чувства людей, полных вражды друг к другу. Вековая вражда между племенами Авс и Хазрадж была устранена его чудесным вмешательством. В 40 лет Всевышний ниспослал Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, Коран и пророчество. В Мекке есть гора Джабаль-ан-Нур, то есть гора света, на которую поднимаются паломники. Не выдержав жестокость властимущих Мекки, он поднимался на эту гору и с поднятыми руками обращался с мольбой к Аллаху. От этой горы он жил далеко, поэтому дорога была длинной. С высоты этой горы, как на ладонях, видна была Мекка. Он молился за нее и говорил, что она вернется к бедным и ущемленным мусульманам. На этой горе к нему спускался ангел Джибриль и говорил: «Читай». Он прочитал Коран, и в этот день он стал пророком. С тех пор посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, призывал людей к уверованию в Аллаха. И в этом ему помог Аллах. Из близких у него не было никого, но Аллах дал ему верных друзей. Вместе с ними и с тем, что он принес с горы, он по всему свету распространил свет ислама. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не переставал передавать свое послание из-за личных трудностей, через которые он прошел, или из-за угроз и пыток, которые он получал от врагов. Сколько сегодня в мире мусульман и мусульманских стран? Если собрать всю жизнь посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, то она может заключаться в одно слово «ас-сабат», то есть стойкость, выдержка. Через что не приходилось ему пройти, ведь Аллах возложил на него ответственную миссию. В течение 23 лет ниспослал ему Коран.
Сколько же подлых людей ему встречалось, которые оклеветали его, унижали, которые хотели убить его, но он выбрал путь к Аллаху. Сколько испытаний он перенес болезнью, одиночеством, лишением в младенчестве детей, он сам их похоронил. Как это тяжело. Только дочка Фатима осталась тогда живой, дядя Хамза ушел из жизни, выгнали его из любимой Мекки. О чем бы мы ни говорили, все это испытано посланником Всевышнего, алейхиссаляту вассалям. Поэтому слово «сабат» заключает в себя всю его жизнь, означающая стойкость. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, здороваясь со сподвижниками, он крепко и энергично пожимал им руки. Встречая на своем пути мужчину, женщину, ребенка, раба, он приветствовал каждого из них. Однажды, повстречав сидящих вместе мусульман и мунафиков, он поздоровался со всеми. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, придавал посещению больных большое значение и считал это обязательностью для мусульман. Несмотря на все эти препятствия, в Коране сказано Аллахом: «О пророк, будь выдержанным, твоя выдержка должна быть с Аллахом, связанной с верой и справедливостью». Аллах говорит в Коране: «Не грусти о том, что они говорят, и о том, что они творят по отношению к тебе». Аллах с теми, кто его боится, а те, кто совершают богоугодные дела, называются мухсинитами, то есть те, кто стремится к довольству Аллаха, уважают достоинства других людей, вот такие являются мусульманами, вот с теми и Аллах. Все это говорит о том, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, вместе с Аллахом, что он является мухсинитом. Аллах успокаивает своего посланника, алейхиссаляту вассалям, тем, что зло вернется к ним самим, а ты будь спокоен. Сегодня из истории мы видим, что зло, причиненное ими, вернулось к ним обратно. Коварство его дяди Абу Ляхаба и его жены вернулось к ним, а его прозвали обитателем светящегося ада. Когда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, выходил из дома, его называли сиротой, колдуном, нечестивцем, нарушителем обычаев, как только его не называли. После этого он заходил в дом и думал, в чем же его обвиняют. Тогда Аллах успокаивал его, чтобы он не грустил. Пусть они не расслабляют твою стойкость. Вот так Аллах поддерживал своего посланника, алейхиссаляту вассалям. Во времена распространения ислама в Мекке и Медине пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вступал в отношения с представителями различных религий. Поскольку ислам является религией мира, то, призывая людей к исламу, посланник Аллаха более всего прочего предпочитал путь договоров и соглашений. «О Мухаммад, не думай, что мы не видим, что творится у тебя в душе из-за того, что тебя оклеветали. Ты поступай так, поминай Аллаха, будь из тех, кто совершает суджуд Аллаху, преклоняйся перед Ним, и ты станешь победителем с помощью Аллаха. И Аллах возвысил его, они будут унижены». Тогда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, не стал с ними спорить. Он поклонялся Аллаху, выполнял то, что возложено было на него в Коране. «Мухаммад, передай людям, которые говорят, что любят Аллаха, но не следуют пророку, алейхиссаляту вассалям. Если они любят Аллаха, то пусть они последуют за пророком, алейхиссаляту вассалям». Сегодня тоже есть люди, у которых нет ни веры, ни Бога, которые не знают посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Пусть они последуют за посланником, алейхиссаляту вассалям, тогда Аллах их помилует, ведь Он милосердный. Если не следовать посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, если его не уважать, то Аллах не признает любовь к себе. Если мы не любим любимца Аллаха, то как мы можем любить Аллаха? Поэтому, уважаемые братья, если мы не изучаем посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, то, что он перенес, не передаем своим детям, забыли о нем, то действительно ли мы любим его?
Примет ли Аллах наше поклонение? Увидим ли мы посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, в судный день? Ведь он тот, который перенес все тяготы жизни во имя религии, во имя распространения ислама. Он прошел через все, он поклонялся Аллаху, поэтому его возвысили. Мы не можем отвлекаться от истинного пути Аллаха. Да защитит нас Аллах. Как мы можем забыть посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям? Как можем не упоминать его в салаватах? В судный день, проходя через мост Сират, который тоньше волоска и острее кинжала, расположенный над адом, люди будут падать в ад. В этот день, как и в жизни, посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, будет просить за нас, преклонившись пред Аллахом: «О Аллах, прости их, разреши им пройти мост Сират». Тогда как мы можем не упоминать его? Как мы можем не последовать ему? О Аллах, дай нам любви к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, его сунне, шариату, и пусть мы будем из тех, кто следовал за посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.